Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Русанова Мария Анатольевна. Я учитель математики физико-математического лицея-интерната города Сыктывкар. С этого года являюсь председателем Республиканского метод-объединения математиков. Тема нашего сегодняшнего заседания – подготовка к ЕГЭ по математике. Тема очень широкая и, наверное, ограничившись всего часом времени, сложно осветить какие-то основные моменты, основные аспекты, но что в наших силах сегодня, попробуем этот реализовать план. В дальнейшем можно продолжить разговор на вебинарах и на дальнейших заседаниях. Итак, значит, я сегодняшнее заседание разделила условно на 3 части. Это первая часть общего характера, такая характеристика ЕГЭ, структура, содержание, характеристика заданий. На малое количество времени, будем так говорить. Затем рассмотрение и проанализировать типичные ошибки и пути их преодоления, какие-то методические приемы подготовки учащихся к ЕГЭ по математике. Значит, времени примерно около часа. Затем по окончании заседания, по окончании своего выступления хочу предоставить возможность вам обратной связи, то есть с удовольствием просмотрю все вопросы, которые вы напишите в чате. В процессе выступления отвечать на ваши вопросы не буду, поэтому вы, если хотите, можете записывать в чате, если что, можете записывать у себя где-то на листочке, потом озвучьте. И, конечно же, в дальнейшем мы потом продолжим разговор в таком плане, что насколько была полезная информация сегодняшняя, такая обзорная, и какая помощь вам еще нужна, какой материал вам предоставить. Все материалы, которые будут сегодня продемонстрированы на заседании, все будут у вас в доступе. Итак, значит, первая часть – это общая характеристика, структура, содержание ЕГЭ по математике профильного уровня. Если сразу же говорить об изменениях, то в этом году, в 2021 году, никаких изменений по сравнению с предыдущими годами ни в содержании, ни в структуре не происходит. И я сначала хотела бы остановиться, все-таки уделить несколько минут перспективной модели измерительных материалов. В 2022 году наши дети будут писать ЕГЭ, то есть это дети, которые обучаются по программе ВГОС. Поэтому, соответственно, структура и содержание ЕГЭ претерпевают некоторые изменения согласно той программе, по которой они обучались. Сразу же хочу сказать, что это лишь перспективная модель, это не эталон какой-то, чтобы вы не пугались, что, увидев, например, или познакомившись с тем, что вас ожидает, что ожидает наших детей. Эта модель еще находится на обсуждении, и пока не было никакой информации, что данная модель принята. Значит, здесь есть некоторые изменения, естественно, но в общем плане оно выдерживает преемственность. Итак, значит, о том, что сначала не изменилось, что ли, по сравнению с тем, что мы всегда видели в прежней структуре ЕГЭ. Документы, определяющие содержание КИМ. Ничего нового. Я буду некоторые моменты просто пролистывать. Подходы к отбору содержания, разработки структуры КИМ. Изменений никаких не наблюдается. Также принципы не изменены, на которых основывается система оценивания выполнения заданий с развернутым ответом. То есть по-прежнему возможны различные способы решения.
различные способы оформления решения заданий с развернутым ответом. Но главным требованием также остается, чтобы решение было математически грамотным, и из него должен быть понятен ход рассуждения автора работы. Также при решении задачи можно использовать без доказательства и ссылок математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, которые рекомендованы к использованию. Ну и тексты заданий предлагаемой модели экзаменационной работы в целом соответствуют формулировкам, принятых в наших учебниках и учебных пособиях. То есть, в принципе, там тоже никаких изменений нет. Структура КИМ. Здесь, можно сказать, в целом структура также не изменена. По-прежнему это 19 заданий, это 12 плюс 7. Часть заданий, которые содержат краткий ответ, первые 12, 7 заданий следующие предлагаются с 13 по 19, это задания с развернутым ответом, то есть здесь также никаких изменений нет. Также по уровню сложности задания распределяются с 1 по 7, это базовый уровень, с 8 по 16 это повышенный уровень, и 3 задания высокого уровня сложности, это задания 17, 18 и 19. Так, значит, здесь в презентации на слайдах вы увидите предложенную вот модель, то есть КИМ, и здесь можно уже поговорить о содержании, о конкретных каких-то изменениях. Ну, например, вы видите на слайде, что первое задание заменено, здесь предлагается уравнение, простейшее уравнение различного типа. Это могут быть показательные, это могут быть и линейные, и квадратичные, и рациональные, дробно-рациональные, любого типа уравнения. Вторым заданием это одна из двух задач по теории вероятности. Ну, как предполагается, это простейшая задача по теории вероятности. Третье задание по теме функций и графики, свойства функций и графиков, тоже отличается от задания номер 2. Вот эта первая тройка заданий, она немного изменена. Но не сказать, что сразу же мы наблюдаем какое-то усложнение. Сложностей нету. Четвертое задание – это задача по геометрии планиметрическая. В общем-то, тоже она содержалась в прежнем формате ЕГЭ. Задание, которое требует выполнения нахождения каких-то элементов фигур или же площади, например, треугольников или многоугольников. Пятое задание – это тождественные преобразования выражений. Здесь так же, как и в первом задании, мы тоже можем наблюдать различные типы заданий. И тригонометрические, и показательные, алгоритмические, всякого рода. Шестое задание по стереометрии, стереометрическая задача простейшая, которая также содержится сейчас. Это задача у нас под номером 8 содержалась на нахождение также элементов какого-либо многогранника, там какой-либо фигуры, и нахождение, например, площадей поверхности или объемов. Задание 7 не изменено по-прежнему, это задание на геометрический и физический смысл производной, то есть задание с использованием исследования функций с помощью производной. Нахождение экстремумов, наибольших, наименьших значений функции. Ну, здесь тоже разноплановое такое задание, но оно у нас не изменено, как бы привычное для нас. Задание номер 8 – это практикоориентированная задача с применением формулы. Это аналог нашей 10-й сегодняшней задачи. 9-я задача также не изменена, только она у нас была под номером 11. Это текстовая задача, которая сводится к решению уравнения какого-либо типа. Чаще всего это либо квадратичное, либо дробно-рациональное уравнение. 10-я задача – это задача также по теории вероятности, но она уже чуть более сложного содержания. 11-я задача, вот это абсолютно новый тип задания, задание по теме комплексные числа. И 12-е задание также не изменено, это исследование функции с помощью производной, также нахождение экстремумов наименьшего, наибольшего, то есть здесь работа с функцией уже. Но
Кстати, 12 задание мы с вами помним по нашей сегодняшней модели, что совсем не обязательно все задания используют исследование с помощью производной, но в большинстве случаев. Вот это краткая характеристика новой модели перспективной. Это, что называется, часть с кратким ответом. Задания 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Здесь изменений не предвидится вообще никаких, то есть они полностью выдержаны. Точно так же 13-е задание – это уравнение. Вот здесь, правда, на слайде в этом КИМ не предлагается отбор корней произвести. Ну, в точности не могу сказать, будет ли нужен отбор корней или нет. Также уравнения могут быть различных видов, как и у нас, но преимущественно на реальном ЕГЭ мы с вами все время наблюдаем, что это тригонометрическое уравнение. 14-я задача – это задача по стереометрии, также двухпунктовая. 15-я задача – это неравенство, но здесь расширили диапазон даже до систем, и системы, причем комбинированные, которые содержат и уравнения, и неравенство. Как бы тоже здесь ничего нового. 16 и 17 задание, единственное, что поменяли местами. То есть они не поменяли свой формат. Задача экономического содержания и задача по геометрии планиметрического характера. Они лишь только поменяли друг с другом места. Так, и задача 18, по-прежнему задача с параметрами, и 19-я задача – это олимпиадная задача, задача с нестандартным условием, нестандартного содержания. Ну, как бы здесь вот изменений только лишь то, что поменяли местами. Изменения будут наблюдаться в оценивании, система оценивания выполнения отдельных заданий, экзаменационной работы в целом. То есть, если говорить по части с кратким ответом, здесь изменений никаких нет. С 1 по 12 по-прежнему также оценивается в 1 балл. Задание с 13 по 19 немножечко есть изменения в разбаловке. То есть 13 задание и 14 по 2 балла, задания 15, 16 и 17 трехбальные. И задания 18 и 19 также выдерживают четырехбальное оценивание. Вот таким образом, получается, мы выходим на максимальный балл. Первичный – это 33 балла по сравнению с 32, но пока нет нигде информации, как распределиться по отношению к соточке, к 100-бальной системе. Так. Далее распределение заданий КИМ по содержанию, видам, умений и способам действий. Здесь не буду останавливаться, потому что изменений никаких нет. Также нет изменений в формировании умений, которые, значит, формируют содержание новой модели. Это также умение использовать приобретенные знания и умения практической деятельности повседневной жизни, умение выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения, неравенства, выполнять действия с функциями, с геометрическими фигурами, координатами, векторами, уметь строить математические модели. Здесь вам предлагается на слайде табличка, где вы можете по каждому типу заданий посмотреть, какие требования, проверяемые требования и умения по каждому типу заданий на все 19. Вот, таким образом, как бы вкратце рассказала о изменениях, об общей характеристике, которые нас ожидают на следующий год, 2022. Анализ ЕГЭ, анализ заданий, то есть выполняемости заданий в 2020 году. Ну, если, опять-таки, не очень долго, покороче сказать, если то, во-первых, изменения у нас здесь какие по сравнению с предыдущими годами. Общее количество участников профильного уровня экзамена снизилось от 51 до 48%. Но мы все это понимаем, причины в силу объективных причин, связанных с пандемией. Из заданий... Да, сейчас по слайдам, значит, если пройтись, в презентации содержится статистика, информация, как распределялось количество участников по регионам, по общеобразовательным учреждениям, здесь я останавливаться не буду, значит, как по баллам распределились
значит, выполнение ЕГЭ в зависимости от образовательных учреждений, здесь можно ознакомиться. Дальше, какие в процентном соотношении приоритеты для УМК, какие использовались, также есть статистика. Так, краткая характеристика КИМ. Значит, ну, здесь вот теперь сейчас анализ по ошибкам. Да, сейчас вот, значит, в презентации вы можете увидеть такую статистику сравнительную, как статистика о том, как выполнили различные группы участников ЕГЭ. То есть здесь выделяется 4 группы. Группа учащихся, которая не преодолела минимальный балл в целом по региону, которая статистика идет, и при выполнении варианта 313. Затем группа участников, которые набрали от минимального до 60 баллов. Группа участников, которые набрали от 60 до 81, и ну, высокие баллы от 81 до 100. Здесь идет сравнительная характеристика, базовая часть, повышенный уровень и высокий уровень. Вот это можно самостоятельно по презентации ознакомиться. Ну, достаточно интересная информация, мне понравилось. Так, если говорить, значит, давать статистику и сравнивать, проводить анализ заданий с кратким ответом, то можно сказать, что наибольшую успешность в выполнении составили задачи с 1 по 5. Эти задачи составляют выполняемость до 95%, некоторые задания даже выше. Вот. Это можно увидеть на этом слайде, значит, здесь также есть описание. Далее лидирует задание номер 10, которое составляет 77% примерно. Задание следующее 6, 7, 8 и 9, они имеют рейтинг около 70%, то есть чуть ниже, чем 10 задание. И самый низкий показатель – это из первой части, то есть не из первой части, а из заданий с кратким ответом. Это задание номер 11 и номер 12. Процентное соотношение от 40 до 48%. Так, вот здесь на этих слайдах, постепенно изучая, вы можете увидеть характеристику, то есть с какими типами заданий не справились, значит, какие проблемы возникли, то есть какие умения западают. Эта информация вот на нескольких слайдах, я считаю, что она очень полезна будет, и учитель может и должен ее использовать при организации подготовки учащихся к ЕГЭ. Даже не только одиннадцатиклассников нынешних, а даже и у которых сейчас 10 классы, например, так как это общая статистика по республике. Так, затем анализ выполнения заданий с развернутым ответом. Значит, что нам эта статистика показала? Наиболее успешными, в общем-то, привычно, получается, у нас составляет задание номер 13. Процент примерно как-то находится в таких же рамках. Вы можете увидеть на презентации в табличке сравнение с 2018 и 2019 годом. Это около 26, 39, 40, и нынешний, то есть прошедший учебный год, это было 30, почти 35%. То есть здесь, в общем-то, как бы ничего нового и сюрприза никакого не произошло. Задание номер 13 по-прежнему является самым решаемым среди участников ЕГЭ. Вот здесь произошел небольшой сюрприз. Вы можете увидеть, что второе место по лидерству занимает задание номер 19. По сравнению с предыдущими годами, то есть это буквально от 1-2%, процент повышается до 17%. Вот здесь вот это удивительность, сюрпризы, но здесь, наверное, как бы сыграла роль. Во-первых, надо отдать должное, конечно, и ученикам, которые все-таки делают не только попытки в решении такого типа заданий, но и приобретают навыки, показывают хорошие результаты, то есть стали разбираться и в структуре этого задания. И, конечно, наверное, прежде всего организаторам, то есть разработчикам ЕГЭ, которые
Ну, так хорошо, умело составили этот тип задания. Далее можем увидеть вот здесь вот тоже, в принципе, как бы без сюрпризов, задание номер 15, оно всегда тоже было решаемым как бы наряду с заданием номер 13, и задание номер 17. Это экономическая задача с экономическим содержанием. Так, далее по-прежнему имеют низкие баллы. Это геометрия, конечно, и задача с параметрами. Вот, если задача 19 здесь уже выбила в лидерство, то задача 18 по-прежнему имеет маленький процент выполняемости. Задание самый низкий процент выполняемости, то есть здесь последний экзамен показал, что даже 1% не достиг, это задание номер 14, задача по стереометрии. Вот, это краткий анализ как бы о выполняемости заданий с развернутым решением. Здесь тоже можно посмотреть на диаграммах, описание, все то же самое, в общем-то, что мы в табличке с вами посмотрели. Вот, значит, далее у меня идет небольшой анализ на презентации и, значит, также статистика, которая представляет, как справились со второй частью, то есть, опять-таки, не со второй частью, конечно, а с частью с развернутым решением. Различные группы участников ЕГЭ. Это также группа с минимальным уровнем подготовки, с более высоким уровнем подготовки и со средним уровнем подготовки. Здесь тоже идет такой подробный разбор в процентном соотношении, какие типы заданий были у каждой группы наиболее реализованы. Так. Вот, значит, далее на презентации я поместила образцы, что ли, некоторые типы заданий как раз в порядке того, насколько были вызваны затруднения, в каких типах заданий были вызваны затруднения. Вот там, как звучало, например, задание номер 7, уже более низкий процент выполняемости имеет, то есть где-то постаралась различные типы заданий подкрепить, в общем, что получилось. Кроме того, здесь даны не только типы заданий, а даны рекомендации по выполнению таких заданий, то есть на что обращать внимание при подготовке. Думаю, что это тоже информация не бесполезная будет. Так, вот задание номер 12, задание номер 6, это следующая группа, которая еще ниже процент дала. Так, задание по стереометрии, задание 8, задание номер 11. Вот, в общем-то, как бы первая часть моего выступления, вот я ограничилась в этом. Презентация намного подробнее выполнена. И, в общем-то, с этими вопросами я выступала уже тоже на курсах повышения квалификации уже дважды, поэтому возможно, что у вас даже есть эти презентации в наличии, но на сайте они тоже будут. Я немножечко там изменила кое-что, как бы систематизировала, где-то что-то убрала, где-то что-то добавила. Итак, это вот первая часть. Значит, вопросы все-таки лучше в конце. Так, хорошо, значит, здесь... Далее, небольшая презентация по типичным ошибкам, которые допускались при выполнении тех или иных видов заданий. Итак, анализ типичных ошибок, возникающих при выполнении заданий. На первом слайде здесь даны две таблички, как распределялась 100-бальная система, да, в зависимости от первичного балла, тестовый балл и первичный балл. В самой первой маленькой табличке дан базовый уровень, что, в общем-то, на сегодняшний день, то есть уже второй год подряд, это уже не актуальная табличка стала, потому как дети не выполняют базовый уровень ЕГЭ. Так, на следующем слайде представлена информация, которую вы можете больше, наверное, предложить даже для своих учащихся при подготовке. То есть, поговорить с ними, продискутировать, например, какие качества мешают школьнику научиться решать задачи по математике, да?
или же 7 важных ориентиров участнику ЕГЭ предложить. Можно выполнить это или буклеты, или классный час, или на обсуждение как бы даже ученикам дать. На следующих слайдах я вот их сейчас пролистаю, потому что здесь идет анализ базового уровня и несколько заданий повышенного уровня, то есть заданий, анализ ошибок в первой части. Но здесь, если я буду говорить о всех ошибках, то это займет очень много времени. Поэтому, ну, как было заявлено, что все-таки сделать акценты на ошибки, допускаемые во второй части, то есть в части с развернутым решением. Поэтому здесь можно ознакомиться не спеша по презентации подробненько самостоятельно. Значит, здесь описывается задание. Кстати, вот вы увидите, что в противоположном углу слайда идет еще какие-то задания, и написано база. То есть идет противопоставление задания из профильного уровня с заданиями из базового уровня. Например, задание номер 1 это аналог заданий номер 3 и 6 в базовом уровне, так как, ну, в общем-то, можно все-таки варьировать, стоит ли делить класс четко при подготовке с самого начала на базовый и профильный уровень. Все-таки, ну, какая-то часть подготовки времени, она может быть единая, и учитель сэкономит время, и, в общем-то, как бы вы увидите по этим слайдам, что в базовом уровне подготовки в базовом уровне при подготовке большой разницы нету. Значит, здесь описаны типичные ошибки, вкратце, какие типичные ошибки по каждому типу заданий, и предлагаются рекомендации по выполнению этого задания, чтобы, ну, избежать, что ли, вот этих ошибок. Итак, значит, здесь я просто сейчас пролистаю, комментировать не буду. Это задание номер 1, задание номер 2. Но если прям совсем коротко, да, то в основном, конечно, в базовом уровне, в базовой части это задание, это ошибки вычислительного характера. Если задание номер 3, то это незнание элементарных формул. Задание номер 4 по теории вероятности, неумение выстраивать математическую модель. И как бы вообще не понимая формулу теории вероятности. Задание номер 5. Неумение вообще решать простейшие какие-то уравнения, неравенства, делать выборку корней. И даже здесь больше, наверное, не умение читать условия задачи. То есть очень часто отвечают не на вопрос в задаче. Задание номер 6. Также вычислительные ошибки в большинстве своем. Задание номер 7. Ну, здесь, наверное, чисто уже, конечно, такого практического содержания, то есть не умение, не владение исследованием функций с помощью производной, не знание вообще темы производной, не знание формул производных, понятий экстремумов функций, точки экстремумов, экстремумы функций, вот это вот противопоставление, потому что как неумение правильно тоже прочитать, что ли, условия. Вот, задание номер 8, номер 9. Так, задание номер 9 это опять-таки аналог как 5-е задание. Здесь можно едино говорить, только там были уравнения, а здесь тождественные преобразования выражений. Где-то предлагаю типы различных заданий. Задание номер 10. Ну, вот здесь это практикоориентированная задача, хотя статистика показывает, что сейчас процент выполняемости этого типа заданий возрастает достаточно так, но все же незначительно выполняемость этого типа заданий, и по-прежнему основная причина, наверное, то есть неумение прочитать условия и выстроить все-таки вот эту модель тоже, правильно оценить ситуацию, то есть отбросить ли только какие-то ненужные корни в данном уравнении, например, или выполнить какое-то действие для того, чтобы дать правильный ответ. Вот, ну, либо там задачи с подвохом такие, да, когда у нас ломается прибор, укажите наибольшее время, когда прибор испортится. Ученики просто не думают о
жизненном применении вот этой задачи и дают действительно в ответ наибольшее значение, когда, как по жизни, если мы знаем, что если прибор поломался на 2-й минуте, то на 15-й минуте он уже не начнет просто работать. Вот тут такого типа ошибки. Задание номер 11 – это текстовые задачи. Здесь особенно много проблем может быть как раз с вычислениями. Задание номер 12 – это производная. Так, ну и далее я вот здесь вот на слайде, значит, предлагаю образцы, как бы просто предложила, какие типы заданий могут быть по каждому номеру, номер 13, 14, 15, 16. Ну, конечно, я тут по одной задачке подкрепила. Вот, ну так, характеристика, то есть чтобы перейти дальше к анализу типичных ошибок в части с развернутым решением. 17, 18, 19. Так, вот здесь задание номер 13 у меня, например, на этом слайде представлено уже большим разнообразием, то есть я представила, что может быть задано тригонометрическое уравнение, может быть задано иррациональное уравнение, причем все они предлагаются с отбором корней. Может быть, тут опять тригонометрическое тоже, могут быть комбинированные задания, которые включают в себя и показательное, и тригонометрическое, или дробно-рациональное, и тригонометрическое. Вот как раз на последнем слайде мы видели как раз последнее третье уравнение. Это смешанное дробно-рациональное и тригонометрическое. Так, Задание номер 13, оно двухбалльное, поэтому, значит, какие ошибки здесь могут возникать в каждой части, какие ошибки могут достигать учащиеся. Ну, во-первых, хочу сразу сказать, что если первая часть содержит ошибку или то есть, ну, сводится к 0 баллов, то, ну, процентов на 90, наверное, все-таки вторая часть не имеет балла, так как они, конечно, взаимосвязаны. Может быть, правильный ответ как бы найден случайным образом, ну, как бы эксперты все это просматривают, и тогда ученик балл за вторую часть не получает. В первой части ошибки могут быть какого плана? Это ошибки, допущенные и при выполнении арифметических действий. Здесь можно напомнить, что арифметические действия, то есть вычислительные ошибки – это ошибки при сложении, вычитании, умножении и делении. То есть если ошибка допущена при извлечении квадратного корня или при возведении в степень, то эта ошибка не считается вычислительной, а уже фактическая ошибка считается. Значит, ну, конечно, все-таки в 13-м задании меньше допускается вычислительных ошибок, нежели там в какого-то другого рода заданиях. Больше всего, наверное, ошибок связано все-таки прежде всего это с незнанием, если, ну, последние годы вообще на реальных ЕГЭ все задание представлено как тригонометрическое уравнение, поэтому главным образом это ошибки в незнании тригонометрических формул приведения, допустим, неверно. Здесь вот описаны типичные ошибки, это как раз применительно вот к этому заданию, которое было на последнем ЕГЭ. Неверно решаются простейшие тригонометрические уравнения типа косинус х равняется а, то есть путают. Дальше неверно указан период, то есть могут написать, например, в уравнении косинус х равняется а, в конце плюс πn, допустим, да, то есть, ну, ответ уже не засчитывается, тут уже считается тоже также фактическая ошибка. Вот, в основном, наверное, такие, ну, ошибки в знаке, но это опять же все касается прежде всего применения формул приведения, конечно же. Далее, значит, во второй части этого задания, то есть при отборе корней, здесь больше, наверное, можно срезать баллы. Значит, в каком плане? Многие учащиеся дают просто ответы, пусть даже они правильные, они не оцениваются.
Значит, нужно обязательно показать, каким образом он получил эти верные решения, то есть произвел отбор корней. Чуть позже я рассмотрю задание номер 13, и там, ну, остановлюсь на способах отбора. Так, то есть главная причина не получить балл во второй части 13 задания – это не показать, каким образом получен верный ответ. Ну и вычислительные ошибки. В общем-то, здесь больше, наверное, нечего сказать дальше. Неверное извлечение корня из дискримината, ну, это, да, это тоже не вычислительные ошибки здесь представлены. Ну да, вот еще здесь на слайде написано, что ОДЗ. Значит, с ОДЗ обстоят дело так, что все-таки, да, сейчас немножечко, если ОДЗ ребенок указывает, но указывает его неверно, но не обращается к нему в процессе решения, и тем более при оформлении, при подаче ответа в конце задания. То есть как бы получается, ну, что-то как бы само по себе это ОДЗ. То было принято решение, что все-таки не обнулять это задание. То есть вот, ну, именно эту часть задания, да, то есть это получается в первой части, в части А. Если же ОДЗ написано неверно, и туда идет ссылка, и ошибка именно пошла именно из-за этого ОДЗ, то, конечно же, это 0 баллов. То вот здесь вот, да, наблюдались такие, ну, наблюдаются частенько такие ошибки такого характера. Вот. Если ОДЗ не написано вообще, но ученик учитывает ограниченность в уравнении, то, ну, это понятно, что это не влечет за собой никакую ошибку. А если и не прописано ОДЗ, и в результате никак не поясняются, то есть взяты посторонние корни, то, ну, это тоже фактическая ошибка. Ну, то есть, ну, это можно, конечно, было бы чуть позже сказать. Задание номер 14 на слайде, то есть оно тоже двухбалльное, то есть оно содержит две части, часть А и часть Б. Здесь на слайде даже я написала особенности первого пункта. В чем особенности? Это касается как раз ну, допущения ошибок, что ли, как типичные ошибки вот допускаются при решении. Хотя этот тип задания, как вы видели, и так практически нерешаемый, да, но нет такой, как бы нельзя сказать, что учащиеся просто повсеместно просто не приступают к решению данного типа заданий. Приступают, но допускают ошибки, то есть решение не засчитано. Значит, вот какого здесь плана ошибки могут возникать, описано больше в особенностях первого пункта. То есть если задача содержит числовые данные, и они прописаны до вопроса «докажите, что», ну там, допустим, прямые перпендикулярные, или там угол между скрещивающимися прямыми там будет какой-то определенный, то если числовые данные в задаче даны до этого пункта, то ученик спокойно может использовать их при доказательстве, и это очень выигрышная такая, конечно, ну, выигрышная позиция в задаче. Это удачная задача просто считается, потому что с помощью вычислений очень хорошо можно тоже доказать какое-то утверждение. Но чаще всего бывает как раз наоборот, что задача содержит кратко условия, где описывается основная там комбинация, там фигура, что там еще, сечение, допустим, построить, какие-то прямые проводятся. Вот, затем звучит вопрос, докажите, что так-то, так-то происходит. Затем второй вопрос, и вычислите, допустим, площадь сечения, если и пошли числовые данные. Так вот, в таком случае числовые данные применять нельзя. Если учащиеся применяют их при доказательстве первого пункта, то ну, тоже этот балл не засчитывается, то есть ставится за решение 0 баллов. Значит, вот такого плана ошибки прежде всего. То есть внимательно читать. Ну и что еще можно отнести к типичным ошибкам в задании номер 14? Так, это когда нарушена логика построения доказательства,
Здесь, наверное, даже это более распространенная ошибка. Например, доказательство пункта А часто начинается так. Предположим, что треугольник прямоугольный. Ребенку надо доказать. Докажите, что треугольник является прямоугольным. Он пишет, предположим, что он является прямоугольным. То есть как бы он сам заведомо берет и сам же из себя подтверждает то, что да, я молодец. Вот. Или же пусть прямые параллельны, то есть тоже допускает уже сразу же. То есть это ошибка в доказательстве фактическое и ну, задание, то есть этот пункт обнуляется. Так, многие участники экзамена неверно применяют признаки перпендикулярности прямой плоскости, параллельности плоскостей, демонстрируют непонимание взаимосвязи элементов геометрической конструкции. Ну, здесь конкретно как бы даже указано, что какие, да, то есть прямой плоскости, ну, и параллельности плоскостей, ну, ошибки бывают и в понятиях самих, то есть применил ссылку сделал на определение, а пишет, это следует из признака, допустим, да, то есть, ну, вот в одном месте, допустим, он допустил такую ошибку, в другом месте допустил, то есть, ну, как бы уже достаточно, чтобы поставить 0 баллов, потому что он не разбирается в терминологии и не, как бы, не понимает, о чем вообще речь ведет. При выполнении второго пункта участники допускают ошибки в геометрических формулах, например, формулах для вычисления объемов, не считают нужным доказывать неочевидные геометрические утверждения, используемые в решении. Кроме этого, участники экзамена допускают большое количество ошибок и при построении чертежа. Ну, тут тоже, как говорится, если удачно построил чертеж, то есть удачно построил не в том плане, что изобразил сразу уже заведомо то, что нужно получить, например, в доказательстве. А удачный чертеж в том плане, что просматривается, то есть сечение хорошо там просматривается. То есть иногда чертеж нужно сделать неоднократно, чтобы получить его в таком виде, которое поможет решению задачи. Удачный чертеж, удачное выполнение чертежа – это уже, ну, если не 80, то 50% точно успеха в решении данной задачи. Далее задание номер 15, это неравенство. Было неравенство предложено, значит, ну вот здесь я на слайде предлагаю не только логарифмическое привычное нам неравенство, но и показательное, и комбинированное, значит, рациональное с логарифмическим. И какие ошибки, значит, задание у нас до сих пор это пока двухбальные. И содержит оно, конечно, один пункт только, да. То есть, но оно двухбальное. Значит, какие ошибки здесь возможно допустить? Так, да, тут идет как бы такое замечание, рекомендация, то есть для успокоения, что запись ответа в работе участника экзамена может отличаться от приведенной в критериях, содержать знаки объединения или нет. То есть, ну вот различие в этих скобочках, в символических записях, то есть не принципиально и не надо стараться научить ребенка в последний момент записывать с помощью скобок совокупность или система. Ответ, ну, можно так сказать, просто на русском языке проще изложить то, что он хотел сказать. Так, а если применяем эту символику, то применять ее надо правильно. Если применяют неправильно символические записи, то это тоже чревато тем, что участники теряют баллы. Так, ну, конечно, прежде всего ошибки это в промежутках, то есть в выставлении, в написании скобочек, либо квадратная скобочка, либо круглая скобочка. Так, ну, чтобы говорить еще поподробнее там об ошибках, например, о типичных ошибках, которые допускаются в этом типе заданий, можно сказать об основных методах решения неравенств. Их достаточно много. Вот. В основном это метод решения, это метод интервалов, обобщенный метод интервалов, метод замены, метод равносильных переходов. Каждый тот или иной метод как бы имеет нюансы некоторые и влечет за собой какие-то типичные ошибки. Кроме того, есть нестандартные методы решения
неравенство – это метод рационализации, хотя его второе название – это также обобщенный метод интервалов. Они допускаются, значит, в применении на ЕГЭ, хотя как бы в программах, школьной программы они не изучаются специально, но они могут быть изучены в классах с углубленным изучением математики, они могут изучаться на факультативах, на элективах, поэтому учащиеся могут применять этот метод. Но здесь очень много нюансов, и также ученики получают там до 0 баллов даже при неправильном обосновании этого метода. Например, очень часто можно увидеть, то есть, ну, если коротко сказать, то метод рационализации, например, заключается в том, что мы наблюдали неравенство с логарифмами, но метод рационализации нам позволяет уйти от логарифмов, и мы сводим к рациональному неравенству. И у учеников можно увидеть такую фразу, что данное неравенство, то есть неравенство с логарифмами, равносильно рациональному неравенству. Но это вообще в корне считается неправильным, это грубая ошибка, потому что сами неравенства нельзя считать равносильными, они ни в коем случае не равносильны. Равносильность наблюдается в знаках, в определении знаков на промежутках. Вот. Либо надо это специально описывать, либо не писать ненужных комментариев, будем так говорить. Вот как бы излишние комментарии тоже являются типичными ошибками, наверное, ну даже вот прежде всего это в заданиях, скорее всего, 13-15. Так. Здесь на слайде даны примеры на использование различных методов решения. В скобочках показано, какой метод можно применять. Можно это тоже самостоятельно изучить. Вот. Итак, типичные ошибки еще раз. Не предъявляются условия равносильности перехода от одного неравенства к другому. Это имеется в виду, что если неравенство, значит, опять-таки, когда мы можем в силу использования свойств логарифмических функций перейти к рациональному неравенству, отбросив логарифмы. Но тогда важно как бы указать, пояснить, почему знак либо был изменен, либо не изменен. То есть здесь вот это вот первый пункт как раз означает это. То есть нет перехода. Важно написать эту волшебную фразу, так как основание функции, допустим, там 7 больше единицы, следовательно, ну, можно как альтернативу предложить просто написать, что знак неравенства при переходе меняться не будет. Вот, если не писать, что функция такая-то является по монотонности, например, либо возрастающей, либо убывающей. Ну, как бы вот какая-то волшебная фраза, вот эта дающая переход, она должна быть. Далее, вычислительные ошибки, конечно же, здесь очень сильно наблюдаются тоже и в раскрытии скобок. Раскрытие скобок, как известно, не является вычислительными ошибками. Здесь еще можно было наблюдать такой нюанс. Если ученик, понятно, что он сначала прорешивает большую часть на черновике и на чистовик, иногда то ли в силу того, что им лень переписывать, то ли времени не хватает, переписывает кратко. Это вот как раз я наблюдала в задании номер 15, и в результате, то есть не показана вся цепочка преобразований, когда мы перешли к рациональному неравенству от логарифмических, но в итоге неверно было предложено упрощенное выражение. То есть таким образом, так как ученик не показал подробную цепочку, то трудно было сказать, где была допущена ошибка. Либо она была допущена при раскрытии скобок, что является фактической ошибкой, либо была просто описка, то есть невнимательно переписанное число из предыдущей строчки, и поэтому это повлекло за собой уже неправильно, либо это была какая-то банальная вычислительная ошибка, то есть такие случаи играют против ученика, и ученики получают здесь 0 баллов. Поэтому рекомендации сразу же для наших учеников все-таки не полениться и переписывать вот эти цепочки преобразований, чтобы легче было разобраться, где же была допущена ошибка. Так, значит, неверное возведение в степень числа, неверное применение метода интервалов без учета ОДЗ. Вот здесь, конечно, нужно
подробно останавливаться на каждом типе заданий, потому как мы сейчас тоже прошли учебу для предполагаемых экспертов, и мы здесь очень много всяких нюансов разбирали, и ну, в рамках одного заседания РМО это не удается просто рассказать о всех нюансах. Вот, особенно здесь, которые связаны с УДЗ или же с условиями ограничения. Так, значит, с УДЗ. Дальше, задание номер 16, задача планиметрическая, она трехбальная, она состоит из двух пунктов А и Б. Значит, ну, вы видите критерии, как по критериям распределяются эти баллы. Ну, здесь, в общем-то, ну, здесь однозначно можно сказать, да, все-таки как бы проанализировать по особенностям первого и второго пунктов, какие типичные ошибки могут допускаться. Например, особенностям первого пункта относится первое. В случае, если заданная конфигурация не является однозначной, такие, конечно, редко бывают задачи, но все же можно хотя бы наблюдать их в тренировочными детям их подкидывать. То есть ученик должен стараться рассмотреть все ее реализации, то есть всевозможные комбинации. Так, как раз это может, ну, в задании может вот хотя бы, например, на следующий год встретиться такие задачи. Дальше возможны две ситуации в условии, описывающем геометрическую конфигурацию до формулировки пункта А, условия до пункта А задания. То есть это как раз то, что я говорила в 14 задании, что касается числовых данных. Они даны до пункта «Докажите» или же уже после пункта «Докажите». Третье. В большинстве заданий решение пункта А сводится к доказательству одного из следующих свойств, приведенной в условии геометрической конфигурации. То есть, ну, то есть это к особенностям относится, да, то есть можно нацеливать, это опять-таки как рекомендации можно расценивать. В основном это подобие, в основном либо равенство углов отрезков площадей, параллельность или перпендикулярность указанной прямых, принадлежность указанной фигуры к определенному типу какому-то, то есть какого типа треугольник у нас или четырехугольник, или трапеция, там, допустим, равнобедренная, и так далее. То есть вот эти особенности первого пункта вам помогут при подготовке ваших учащихся к ЕГЭ. Особенности второго пункта. Для выполнения второго пункта задачи на нахождение требуемых величин в заданной геометрической фигурации нужно помнить основные формулы для вычисления соответствующих элементов. Для линейных это теоремы Пифагора, косинусов, синусов, о секущих и касательных, о хордах, формулы длины медианы, биссектрисы. Для угловых это теоремы косинусов, синусов об измерении углов, связанных с окружностями, центральные, вписанные, не вписанные, вне вписанные, угол между хордой и касательной. Для площадей это теоремы об отношении площадей подобных фигур и фигур, имеющих равные элементы, формула вычисления площадей треугольника и многоугольников, круга и его частей. Отношение отрезков или площадей фигур. Это теоремы Фалеса, теоремы о пропорциональных отрезках, о метрических соотношениях в треугольнике и круге, об отношении соответствующих элементах подобных фигур. Ну, конечно, здесь особенность еще этой задачи по сравнению, ну, например, с задачей номер 14, то, что можно получить 2 балла из 3, если ученик не доказывает первый пункт, пункт А, но решает пункт Б абсолютно правильно, не применяя вывод, который должен был сделан при доказательстве пункта А. В общем-то, так. Итак, типичные ошибки в заданиях номер 16. В общем-то, здесь можно даже общие ошибки как бы подчеркивать и для задачи номер 14 и номер 16. То есть отсутствие логики в построении доказательства, незнание каких-то геометрических формул, недообоснованность каких-то фактов, то есть считающих как в априори, как данные. Но чаще всего, конечно, ученики не игнорируют специально это, а просто затрудняются в доказательстве, надеясь, что вдруг, ну, как бы и так прокатит, то есть балл можно будет получить. Ну,
Здесь, конечно, свои сложности возникают. Вот. Также, конечно, неграмотное построение чертежа или неудачный, будем так говорить, чертеж, ну, имеют место и незначительные это вычислительные ошибки. Вот здесь причины ошибок в решении геометрических задач можно посмотреть на слайде, то есть незнание или непонимание аксиом, определений, теорем, а также методов решения задач, неумение их применять. То есть одна из причин это просто незнание, то есть как бы не дети не любят учить теорию. Вторая проблема в том, что вроде бы как теорию учим, заставляем сдавать зачеты различные, но дети не видят смысла в применении, то есть не умеют применять эти же факты, которые отработали в зачете на пятерку, не умеют применять на практике. Дальше невнимательное чтение условия и вопросы задания, имеют место вычислительные ошибки, нарушение логики в рассуждениях, принятие ошибочных гипотез, недостатки в работе с рисунком. Задание номер 17, задача экономического содержания, может быть представлена двумя видами. Это задача финансовая и задача на оптимизацию. Ну, все она носит название задача экономического содержания. Преимущественно в последние годы мы можем наблюдать, что это все даются задачи финансовые. Но здесь очень большой диапазон, большое различие в условиях, то есть различных видов задач и на вклады, различные платежи, кредиты, прочее в нахождении или процентной ставки, или суммы кредита. В общем, ну, задача такая очень разноплановая, поэтому, наверное, вызывает проблемы еще как бы трудности при подготовке учащихся к решению этого типа заданий. Так, значит, здесь вы видите критерии задачи трехбальная. Так, что можно ожидать в качестве задания 17? Ну, это я уже сказала. Так, основные ошибки, допускаемые участниками экзамена, это прежде всего неверное составление модели. На втором месте можно отметить это вычислительные ошибки, прекращение решения на промежуточном шаге, то есть без доведения ответа до числового значения. Но эта ситуация ведь элементарная, она, конечно, может возникнуть, потому что не хватило времени или потому что ученик, решая на черновике, понимает, что он застрял в решении, то есть не может вычислить, то есть задачи иногда связаны с громоздкими вычислениями, то есть что связано с как бы недостаточными способами овладениями рационального решения тех же, например, квадратных уравнений хотя бы, вот, и получая такие астрономические числа, ребенок просто не знает, что с ними делать. Поэтому получается, что задача не закончена. Так, значит, ну и насколько она не закончена, то есть она может быть оценена даже в 0 баллов. Так, значит, использование в решении без вывода формул для задач, аккредитование отсутствующих в учебниках решений имеет вид формула и ответ, что можно трактовать как отсутствие построения модели задачи. Ну, таких задач в последнее время встречается очень мало, то есть все меньше и меньше. Все-таки, наверное, учителя правильно ставят проблему и задачу перед учениками. То есть если даже выучить какие-то формулы, то есть не исключено, никто не говорит, что дети на экзамене сидят и списывают готовые какие-то экономические формулы. У многих память очень хорошо работает, они способны выучить массу формул, держать в голове, но если предложить только одну формулу, подставить туда все данные и получить правильный ответ, то это не подходит ни под один критерий, не дает возможность получить ребенку ни одного балла, потому как 1 балл ребенок получает элементарно за построение математической модели. Если же как альтернатива, например, такому варианту может быть формула предложена, но обоснован каждый символ, каждое значение буквенное в этой формуле, то есть все расписано и дана связь, то есть сопоставлена с задачей, то есть не только что означает этот как бы символ, например, процентная ставка или выплата какая-то, но связано это сопоставлено с условием задачи, вот, то, конечно, здесь это считается построением математической модели. Задание номер 18. Задача
с параметрами. Здесь очень сложно вообще говорить и о критериях оценивания, и о типичных ошибках, потому как это уже нестандартные задачи наряду с задачей номер 19, и поэтому критерии каждый год составляются под определенную задачу, и в задаче номер 18, и в задаче номер 19. Если попробовать сделать какое-то обобщение, то здесь... Значит, что может быть? То есть ученики, ну, полагая, что они выполнили какую-то часть заданий, как бы располагают на получение там 1 балла, допустим, хотя бы из 4, но здесь этого бывает недостаточно. Например, то есть опять-таки балл получен за то, что если построена математическая модель, то есть описана ситуация. То есть, например, в данном случае, если это система, вот, по-моему, то ли с прошлого, то ли с позапрошлого года, да, было задание, первая система, то есть построены графики функций, обоснованы, что, или либо уравнений, да, но здесь не все функции, то есть одна функция, другое уравнение, либо могут быть оба уравнения, обоснованы виды, обосновано построение графика, то есть как построено, и дан анализ о сопоставлении, значит, об отношении, то есть сопоставлены, как они соотносятся друг с другом, то есть согласно вопросу. Например, система имеет ровно 4 различных решения. Если графики этих функций, допустим, там будут пересекаться, или график 1 будет проходить так-то, то есть дальше, не имея продолжения, то есть нет выхода на какие-то конкретные выкладки, ребенок может получить какие-то баллы за то, что он построил математическую модель, он описал ситуацию. Вот. Ну, вычислительные ошибки здесь, наверное, тоже имеют место быть, но они все-таки минимальные, потому как здесь с вычислением-то мы все-таки минимально работаем, преимущественно все буквенные выражения. Так, задание, значит, что здесь отмечалось, это не учитывается ОДЗ, да, это можно отнести к общим ошибкам, которые, в общем-то, отмечаются, не учитывается ОДЗ, что влияет, естественно, на конечный результат, на анализ ситуации, как раз который относительно двух этих графиков функций идет, например. Рассматриваются не все возможные варианты расположения, в данном случае окружности и прямых, то есть какой-то один, но также это может не иметь даже баллов, потому как модель, ситуация должна предполагать, что я вижу, как все это будет, но я не могу дальше вычислить, допустим. Вот. Ну и, конечно, неверное построение графиков, неверное как бы даже представление о том, с какой функцией или с каким уравнением ты работаешь. Так, задание номер 19. Нестандартная олимпиадная задача, 4-бальная. В последнее время она имеет 3 пункта А, Б, В. И здесь баллы действительно в последнее время очень хорошо можно заработать, хоть какие-то баллы. Значит, в основном пункты выстраиваются таким образом, что первые 2 пункта надо чаще всего ответить на вопрос, может ли быть, ну, какая-то ситуация рассматриваться, например, быть записано там определенное количество чисел там каких-то на доске, либо еще что-то, то есть, но прежде следует понимать, что не обязательно ответ утвердительный, и если ответом служит «может», что как раз у нас что и произошло последний год, может и достаточно было предложить свой вариант примера, потому как это оправдывает ответ. Да, может, я смог это сделать, я вам предлагаю. Но здесь, может быть, опять наблюдались и вычислительные ошибки также, вот, ну, что, конечно, аннулирует этот пункт сразу же из 1 балла. Второй пункт, как правило, он уже не ограничивается ни в коем случае приведением одного примера. То есть, если в пункте Б мы можем привести пример, то есть мы понимаем, что там, да, может, я привожу пример, то значит пункт А здесь как раз противоположного плана может быть выстроен, то есть там нужно доказать. То есть ответ будет отрицательный, и нужно доказать, почему же нет.
Так, и пункт В – это задача оценка плюс пример, то есть нужно произвести доказательства, нужно определить некий диапазон, например, для какой-то последовательности чисел, выбрать, то есть выйти на этот ответ с помощью этого диапазона, с помощью этой оценки, а потом подтвердить это на примере. Значит, ежели здесь, ежели оценка производится верно, но в силу каких-то причин, может быть, даже то, что не успели подобрать такой пример, поэтому ученик получает за пункт В 1 балл. Если все и то присутствует, то это 2 балла. Ежели некоторые участники, бывает, что подберут пример, вот как-то так получилось сразу, но нет обоснования, нет выхода на то, что, то есть, короче говоря, не произведена оценка, то сам пример не оценивается в 1 балл, то есть пункт обнуляется. Вот. Ну, таким образом, ситуация в последний год складывалась так, что ученики имели возможность получить 2 балла. В первом пункте привести пример, во втором пункте произвести несложные доказательства, рассуждения и обоснования к тому, что такой ситуации не может быть. Так, ну вот, я здесь, значит, типичные ошибки: недостаточная обоснованность решения, недостаточная логичность рассуждений, небрежность, невнимательность при выполнении задания, рассмотрение каких-то частных случаев. Это имеется в виду как раз, например, либо в пункте Б, либо в пункте В. Вот. Но здесь тоже, конечно, это так вкратце немножко охарактеризовала и ошибки, и вообще особенности этого типа заданий. Среди общих проблем следует отметить следующее: несформированность базовой логической культуры, недостаточные геометрические знания, недостатки в формировании пространственного мышления учащихся, неумение проводить анализ условия задачи, искать пути решения, применять известные алгоритмы в нестандартной ситуации, неумение находить собственные ошибки, отсутствие математической культуры у выпускников школ, даже у обучающихся с высоким уровнем математической подготовки. В заключении этой презентации я разместила из методических рекомендаций рекомендации для системы образования Республики Коми. Значит, здесь можно ознакомиться. Тоже я считаю, что как бы здесь немножечко дублируется то, что я уже сказала, но можно использовать при подготовке учащихся к ЕГЭ. Вот. На этом моя вторая часть выступления тоже закончена. И сейчас, насколько у нас позволяет время, да, у нас получается, что мы позже начали, наверное, уже час, получается, прошел. Но если что, я, конечно, могу еще чуть-чуть продолжить. Так, значит, задание номер 13. Значит, что я еще приготовила для вас? Хотела остановиться поподробнее немножечко на характеристике задания номер 13. Возможно, чуть-чуть затрону опять какие-то там типичные ошибки. Значит, этому заданию номер 13 посвящена целая презентация, и я это сделала из соображений, потому что задание номер 13 является самым решаемым, по-прежнему остается, его игнорировать при подготовке вот вообще ни в коем случае не стоит, и ориентировать на него вообще любого учащегося. Так. Итак, значит, задание номер 13. Во-первых, я здесь немножечко раскрыла, какие типы в задании номер 13 могут встретиться. Это тригонометрические уравнения, где необходимо знание простейших тригонометрических формул, формулы приведения, основное тригонометрическое тождество, формулы двойного аргумента, умение выполнять алгебраические преобразования и решать простейшие тригонометрические уравнения. Как таковых много формул, то есть абсолютно всю базу по тригонометрическим функциям, по тригонометрии, будем так говорить, может быть и не совсем обязательно знать для того, чтобы решить 13-е задание. Но вот основные какие-то моменты, здесь на слайде указаны. Значит,
Итак, вот здесь на первом слайде у меня показаны различного типа тригонометрические уравнения. Это уравнения, в которых применяются формулы приведения. Затем формулы можно использовать понижение степени, формулы двойного аргумента. Так, ну вот, ну как бы это то, что я вам предложила по первому типу заданий. Второй тип заданий номер 13 это комбинированные уравнения, то есть они могут сочетать в себе и показательные, и тригонометрические, то есть показательно-тригонометрическое, логарифмическое-тригонометрическое, дробно-рациональное тригонометрическое. Но чаще всего все вот эти комбинированные уравнения, они как раз сводятся к решению тригонометрических уравнений. Поэтому, опять-таки, получается, в априори нам надо уметь решать именно тригонометрические уравнения в большинстве своем. Так, здесь тоже вот я предложила эти типы заданий. Можно их прорешать. Дальше, следующее, третий тип, это отдельный тип уже показательные уравнения, логарифмические, дробно-рациональные и рациональные. Также все у меня здесь подборочка идет с отбором корней. Так, далее. Есть информация о том, что нужно знать для решения задания номер 13. В решении уравнения нужно учитывать ОДЗ. Можно его указать в начале, можно в конце. Главное не забыть, если оно действительно необходимо. То есть здесь сейчас речь идет вообще про уравнение, а не именно про тригонометрическое уравнение. Поэтому ОДЗ здесь играет большую роль. Но сейчас чаще всего аббревиатуры именно это ОДЗ как бы уходит из у нас из рассмотрения, но это не значит, что ОДЗ и саму аббревиатуру, и вообще как таковой ОДЗ находить не надо и нельзя писать, это какие-то ошибочные мнения. Сейчас чаще просто в обиход идет такое понятие, как условия ограничения. Условия ограничения, может быть, даже большинству учащихся как бы и удобнее использовать. Ну, ладно, это я потом уже буду отвечать. Так, поэтому, в принципе, можно записывать ОДЗ, можно записывать условия ограничения. Если оно необходимо, то его надо записывать. Можно его не записывать, но учитывать при отборе корней. То есть даже уже первого пункта я имею в виду, а не только второго пункта. Нужно хорошо знать тригонометрические формулы, которые я уже перечислила выше, знать основные формулы для преобразования показательных функций, логарифмов, то есть свойства здесь и степенных, и показательных функций всяких. Умение использовать основные способы решения уравнений. Очень часто нужно использовать замену переменной, сводящей уравнение к квадратному. Значит, ну вот здесь тоже такой момент, конечно, если мы решаем уравнение, мы сводим его к квадратному, то не стоит, как бы, наверное, в тригонометрическом уравнении сразу писать дискриминант, то есть нужно оформить замену, ввести новую переменную и прорешать квадратичное уравнение, а потом сделать обратную замену. Далее, конечно же, уметь производить отбор корней. И рекомендуется, вообще существует 4 способа отбора корней. Знакомить учащихся, я считаю, что нужно с каждым способом и дать право выбора ребенку потом уже при решении задания этого, то есть, ну, что у него будет все-таки больше получаться, а может быть даже ориентировать его не на то, что выучи из 4 один какой-то, какой тебе больше понравился способ, ну, как бы потребовать, что ли, наверное, отработку каждого способа, потому как у нас различные уравнения, ну, могут как бы требовать различные способы отбора корней. То есть в некоторых по окружности очень удобно, но можно в тренировочных встретить такие тригонометрические уравнения, когда отбор корней по окружности, в общем-то, создает очень много проблем, и тогда, может быть, даже либо в виде неравенства отбор корней производится, в общем, либо с помощью переборов. Ну, то есть хочется сказать, что следует знакомить учащихся со всеми 4 способами,
попытаться добиться, чтобы они освоили все эти способы и научились как бы видеть, применять рационально при разных типах заданий. Так, частые ошибки в задании номер 13 уже указывались, поэтому не буду особенно здесь останавливаться. Рекомендации по оформлению решения. Значит, здесь у нас что? Ну, в оформлении вот здесь особо даже не знаю, что там особенно нужно в первой части указать. Единственное, что если у нас в оформлении, то есть нет необходимости писать различные буквы, вводить, то есть когда у нас несколько серий ответов идет, то писать в одной серии ответов плюс 2 pn, в другой серии ответов писать плюс 2 pk, в третьей там плюс pl, например. То есть допускается в последние годы записывать один символ, например, n, и принадлежит z. Но вот в оформлении, наверное, следует указать, что n принадлежит z. Вот это иногда выпадает из как бы написания. И вот здесь вот как бы сложности для экспертов. Как бы непонятно, вроде такая мелочь, незначительная, и непонятно, снижать ли баллы ребенку за это или просто сделать вид, что это незаметно, да, то есть как бы, ну, вот это, наверное, относится как раз к оформлению. Так, дальше. Решение уравнения лучше никак не комментировать и не писать знаков равносильности, да. Вот здесь вот в оформлении можно вот, конечно, это указать. То есть равносильность или же знак следствия тоже как бы здесь это элементы логики, здесь свои нюансы, и поэтому ну, как бы не стоит использовать. У нас есть структура построения решения уравнений, так в столбик оформляется все, поэтому просто друг за другом. И действительно не стоит писать лишних комментариев, потому как мы грамотно не всегда умеем сформулировать. Вот. И если это будет сделано неоднократно, то есть, ну, можно посчитать это один раз за описку, допустим, какой-то такой небрежность какая-то, но если это будет не в одном месте, то это будет чревато просто баллами. Поэтому нужно приучать вот такой корректной записи. Отбор корней можно проводить разными способами, но при решении тригонометрического уравнения рекомендуется его провести на окружности. При этом в начале отбора стоит написать фразу «Отберем корни с помощью единичной окружности» и затем на окружности обязательно все обозначить. Но здесь я как бы уже готовыми рекомендациями воспользовалась. Я вам скажу, что не надо писать даже эту фразу «Отберем корни с помощью чего». Просто отбор корней производится, и должно быть видно и понятно, как производит ребенок этот отбор корней. Если это по окружности, то не должно быть рядом с окружностью просто перечень правильных ответов. То есть нужно показать, заштриховать область, которая рассматривается, нужно четко показать точки и показать их, значит, то есть чтобы видно было, что они есть там, ну, точечки черненькие, закрашенные точечки. У промежутка рассматриваемого тоже должны быть границы четко просматриваться, выколотые они и либо они закрашенные, потому как есть ситуации и такие, то есть могут задать границу одну входящий, другую не входящий. Так, значит, и обязательно действиями нужно показать, как он вычислил. Так, это значит, ну, как бы отбор там по окружности немножко был прокомментирован. Так, 4 способа отбора корней тригонометрического уравнения на слайдах. Вы можете здесь в презентации тоже увидеть. Это две большие группы, это графические и аналитические методы. К графическим методам относятся методы на тригонометрической окружности и на числовой оси, либо на графике функций. То есть с построением синусоиды, допустим, или тангенсоиды. Аналитические методы – это метод перебора или с помощью неравенства. Здесь идет на следующих слайдах описание каждого метода, поподробнее чуть-чуть, и представлены, ну, в картинках, как бы в примерах решений, как может быть реализован тот или иной метод, способ отбора корней. Значит, ну, если
остановиться, да, обязательно нужно ребятам показывать преимущества и недостатки каждого способа отбора корней, прямо приводя примеры, что вот здесь работает этот, и здесь достоинством имеет вот такой-то метод. Такой-то способ будет иметь массу недостатков. И почему? И какие недостатки там как бы могут возникнуть этого метода. При отборе корней с помощью переборов учащиеся больше всего, ну, как бы бывает, что любят этот способ, потому как просто подставляй, подставляй, подставляй себе, и, ну, как бы считают, что меньше проблем, то есть в плане анализа ситуации какой-то, да, вот, но здесь очень много тоже проблем возникает в том плане, что то ли переписывая уже из черновика готовое решение, то ли действительно как бы считая, что, ну, как бы производя устно какие-то действия, ученик останавливается только на одном, двух, трех именно тех подбора целых значений для n, которые ему необходимы, то есть которые у него получаются в решении. То есть и никак не обосновывая, почему дальше-то он ничего не делал, почему он дальше не подбирал. Вот. Ну, таким образом считается недообоснованность, необоснованность второго шага, и поэтому за этот шаг тоже 0 баллов ставится. Вот, поэтому это обо всем надо говорить. Ну, в заключение здесь презентации. У меня здесь перечень основных формул тригонометрии дан, однородные тригонометрические уравнения, так как, ну, как бы, все-таки они встречаются и они иногда ведут к более рациональным способам решения уравнения, а ученики, ну, будем так говорить, не так четко владеют техникой решения однородных уравнений и самим понятием, какие уравнения называются однородными. Вот. Ну и также табличка приведена там к определению знаков тригонометрических функций. Ну, это такой просто информационный слайд. И здесь в виде игры, как можно попытаться дать ученику информацию, запомнить значение основных углов тригонометрических функций. Вот. Хотя некоторые учительские сообщества против всяких таких игровых моментов требуют осознанной такой четкой научной как бы подходу значит, к изучению этих фактов. Но мне кажется, что если ученику легче играючи какие-то факты запоминать научные, почему бы и не поиграть. Так, главное, чтобы это работало на результат. Вот, таким образом, у нас времени уже как бы уже гораздо больше часа. Значит, я сейчас просто скажу еще, что у меня материал какой подготовлен. Если будет необходимость, мы с вами сейчас, я прочитаю вопросы, поотвечаю на ваши вопросы и обратная связь. Можете написать мне, насколько была полезная информация. Очень сложно, конечно, такую большую тему. Хочется много говорить. Вроде когда готовишься, хочешь все сжато сказать и получается, но когда начинаешь говорить, понимаешь, что я не могу сказать об этом, не могу не сказать об этом, и получается, что времени не хватает. Вот. У меня далее идет презентация еще, например, которую я сегодня уже все-таки, наверное, не успеваю вам показать и продемонстрировать, и прокомментировать. Это называется ключ к задаче номер 19. То есть вот я выбрала как раз к рассмотрению больше задач номер 13 и 19, потому что статистика показала, что это два самых решаемых задания были в 2020 году. Вот. И 19 задание действительно как бы ученики ну, начинают любить, что ли, такое задание. Поэтому я там такую подборочку сделала, какие основные моменты, на что следует обратить внимание. Хотя говорят, что 19 задача это нестандартная, никак нельзя подготовить к ней, но все равно основные какие-то аспекты, какие-то основные какие-то основные факты можно выявить и при подготовке к решению даже такого типа заданий. Вот. Затем очень большая презентация и очень много материала, подготовка к ЕГЭ по геометрии, то есть часть геометрия. Я назвала геометрия на ОГЭ и ЕГЭ и хотела сопоставить, показать точки соприкосновения там и различия.
Вот, потому как, ну, небольшие различия есть, как бы, но готовить можно тоже как бы в одном ключе, в одном русле. Вот, и презентация вообще рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ, то есть там и информационная составляющая, и э, психологическая составляющая, и содержательная часть, как бы содержательная подготовка. Вот у меня презентации готовы, не знаю, насколько, когда это будет для вас востребовано. В общем, давайте теперь вопросы. Так, в таблице результатов ЕГЭ процент выполнения составил 17, получивших 4 балла. Так, процент выполнения. Нет, я думаю, что вообще, то есть, наверное, не получивших не 4 балла даже, а вообще какие-то баллы. Честно говоря, не могу точно сказать, это именно на 4 балла. Нет, мне кажется, что не на 4, потому что 17%. Ну, я была в комиссии просто, и Встречались, встречались задачи, которые были оценены на 4 балла, но это были просто штучные, просто точечные, они не могли дать 17%. Значит, возможно, что это было от 1 балла. То есть это процент выполнения, но это хорошие. Так. Угу. Угу. Так, хорошо. Ну вот, если что, это мое первое заседание как председателя РМО. Я готова сотрудничать с вами, готова проводить вебинары. Если вам необходимо, в каком плане, значит, просто на проведение вебинаров, как бы в размере там часа, двух, не знаю, можете обращаться с личными там просьбами, можете сейчас написать, можем сейчас наметить. Пока такой информации не поступает, меня просили сделать еще объявление, что сегодня не состоялся вебинар у моей коллеги Уляшевой Илоны Ивровны, которая должна была проводить по работе с олимпиадниками. Значит, ее вебинар переносится на среду на 17:00. Ссылка будет отправлена на образовательные учреждения, в образовательные учреждения. Вот, поэтому советую тоже, да, прослушать тот вебинар. Ну, в общем, ну, у меня все. Если что, как бы, вот, ну, я не вижу просто больше вообще никаких вопросов. Спасибо большое за то, что участвовали в нашем заседании. Ага. Угу.